Здравствуйте, это программа «Интервью», и у нас в гостях заместитель генерального директора Российского научного фонда Андрей Блинов. Андрей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Андрей Николаевич, Башкортостан впервые принимает на своей земле Всероссийский съезд молодых ученых. Расскажите все-таки, чем уникальна наша республика с научной точки зрения, на ваш взгляд? Вы знаете, во-первых, Всероссийский съезд Советов молодых ученых – это само по себе уникальное мероприятие, потому что есть возможность для молодежи приехать, собраться в одном месте, обсудить свои проблемы, причем проблемы актуальные. Очень знаменательно, что здесь я на съезде вижу не только молодежь, не только тех, кто, как говорится, обсуждает эти проблемы, но и более старшее поколение, кто недавно был этой молодежью, кто уже сформировался в новое такое поколение ученых, которое сейчас учит более младших коллег. И это очень важно с точки зрения и передачи опыта, и с точки зрения как раз-таки формирования этого научного сообщества и решения проблем этого научного сообщества. А то, что это происходит в Уфе, в Башкортостане, это здорово, потому что богатое культурное наследие, богатая страна, богатый регион с точки зрения каких-то своих особенностей, с точки зрения науки и развития науки. Поэтому знаменательно, что сюда приехали с разных регионов представители разных организаций, и здесь обсуждаются эти проблемы. В целом, за дни проведения форума, а именно Всероссийского съезда молодых ученых, как вы в целом оцениваете науку в регионе? С чем вы уже успели познакомиться, общаясь с нашими уфимскими коллегами? Конечно, с Уфимским научным центром прежде всего. И я знаком в большей степени по тем заявкам, которые подают в наш фонд ваши ученые, по тем конкурсам, в которых участвуют ваши ученые. Это большой потенциал в разных областях. И сегодня много и гуманитариев было представлено на съезде, и других направлений. Поэтому это тот потенциал, который стоит развивать и который должен получить развитие. Все-таки Российский научный фонд, а это все-таки больше про предоставление грантовой поддержки, насколько я полагаю. В целом, расскажите, как получить молодому начинающему ученому сумму денег, я имею в виду крупную сумму денег, для того, чтобы реализовать свой научный, так скажем, потенциал и сделать то, что никто еще ранее не делал. Конечно, Российский научный фонд ровно для этого. Ровно для того, чтобы получить финансирование своей инициативы. Мы поддерживаем вне зависимости от возраста, не от возраста, но у нас есть специальные молодежные программы для молодых ученых. Для того, чтобы молодой ученый смог попробовать свои силы и в развитии проекта, и уже, если этот проект у него получается, то сформировать научный коллектив и провести исследования на достаточно высоком уровне. Для этого на самом деле надо немного, надо иметь идею, надо иметь желание, подать заявку в наш фонд. Сейчас это подается все в электронном виде, все достаточно легко. И, собственно говоря, постараться максимально в лучшем виде, максимально в презентабельном виде представить свой проект, для того, чтобы эксперты могли его оценить и выделить финансирование. Ровно об этом я сегодня рассказывал на той сессии, которая проходила в рамках съезда. Допустим, я молодой генетик ученый, сколько я могу, так скажем, на какую сумму я могу заявиться, от скольки до скольки? Вы знаете, жизнь молодого российского ученого, и не только российского вообще, жизнь в науке, она интересна тем, что нет ограничений по возможностям финансирования. Если ты работаешь на заводе, то у тебя есть зарплата, у тебя установленная ставка. Для ученого предоставляется очень много возможностей. Наш фонд дает различные виды грантов и различные финансовое обеспечение этих грантов, начиная от 1,5 миллиона рублей, это индивидуальные гранты, когда молодой ученый подает заявку, по сути дела, на собственный индивидуальный проект для того, чтобы разработать тематику, сделать какие-то предварительные исследования, проработать, сформировать научный коллектив и представить уже на более высокого уровня конкурсы с более высоким финансированием. Вообще наши грантовые линейки, они начинаются от 1,5 миллиона рублей, как я сказал, и заканчиваются на сегодняшний день 32 миллионами рублей, когда грант дается на целую лабораторию. Но и лаборатории иногда возглавляют молодые ученые, и мы видим, как у нас
Вот вы генетиков вспомнили, да, у нас есть примеры, когда ученый получал сначала индивидуальный грант, потом получил небольшой грант на коллектив, и после этого получил грант на целую лабораторию, и сейчас его лаборатория финансируется за счет средств РНФ. Андрей Николаевич, а вот ученые из Башкортостана насколько активно участвуют в работе Российского научного фонда? Расскажите. Вы знаете, ученые Башкортостана достаточно активны. У нас есть региональный конкурс с Башкортостаном, и это надо отдать должное властям Республики Башкортостан, потому что когда в 2022 году мы объявили региональные конкурсы, Республика Башкортостан стала одним из первых регионов, кто участвовал в этих конкурсах. Это очень важное мероприятие с точки зрения поддержки науки в регионах, науки, которая ориентирована на решение конкретных задач региона. Потому что вот в рамках региональных конкурсов не просто поддерживаются инициативы, не просто ученые предлагают какие-то свои тематики, а регион определяет те приоритеты, те задачи, которые необходимо решить. И ученые под них уже представляют свои проекты. Мы видим ежегодно те конкурсы, которые вот проводим с Республикой Башкортостан, порядка 70-80 заявок представляются на эти конкурсы. Это значит столько научных коллективов, которые готовы решать задачи региона, научные задачи региона здесь. А на какие суммы примерно выделяются гранты нашим ученым из Башкортостана? Есть, как я уже говорил, конкурсы по 1,5 миллиона, есть конкурсы по 7 миллионов. Это гранты 7 миллионов рублей в год на один проект, сроком выполнения до 3 лет. А в общей сложности это примерно сколько? Ну вот сейчас это несколько конкурсов с учетом того, что идет финансирование и продолжающихся проектов, и новых проектов. Сейчас в 2024 году мы вышли на показатель уже порядка 50 миллионов рублей. Это финансирование проектов этого регионального конкурса. Половина дает фонд, половина дает Республика Башкортостан. Угу. Вот все-таки вы наверняка уже слышали то, что большое внимание уделяется и на федеральном уровне, и в том числе и на нашем региональном уровне по мерам поддержки ученых, в том числе и финансирование стажировок, соответственно, и улучшение жилищных условий. Вот все-таки ваш научный фонд только, как я полагаю, по предоставлению грантов. Все-таки что было раньше и что сейчас, это уже совершенно между небом и землей, согласитесь? Да, конечно. Ну, во-первых, начнем с того, что для Российского научного фонда 2 года назад расширили полномочия, расширили компетенции. Мы сейчас поддерживаем не только проекты фундаментальных исследований, мы сейчас поддерживаем и проекты прикладных исследований, то есть которые направлены на решение конкретных задач уже квалифицированных заказчиков, бизнеса и так далее. Но я вижу по мерам поддержки молодых ученых, конечно, они развиваются. Очень много государство делает для того, чтобы поддержать ученых. Очень много делают региональные власти, очень много делают организации. Сейчас вот эти грантовые системы, конкурсы по поддержке есть и на уровне организаций, и на уровне регионов. Поэтому эта система развивается, и, на мой взгляд, сегодня для молодых ученых создаются очень комфортные условия. Но, тем не менее, и у этой системы есть определенные, так скажем, трудности или шероховатости, которые необходимо дорабатывать. Вот наша сессия, которая сегодня во второй половине дня идет, это стратегическая сессия, она посвящена как раз-таки вопросам, как улучшить систему поддержки молодых ученых на государственном уровне через инструменты РНФ или через другие институты развития. Угу. А вот все-таки расскажите, вот вы наверняка знаете, я могу даже напомнить, то, что у нас очень много исследований в регионе проводится в области сельского хозяйства, генетики, робототехники, то есть во всех, можно сказать, сферах. Вот, и, соответственно, по грантам Российского научного фонда, на какие все-таки, я имею в виду, исследования, может, вы можете вспомнить, вот наши ученые подают заявки, вот могли бы добавить? Ну, как вы правильно сказали, у вас в регионе проводятся исследования по широкому спектру. Соответственно, у нас фонд не ограничивает какие-то отдельные направления, подаются по разным направлениям. По сельскому хозяйству это есть, и по математике, по физике мы видим заявки, и по наукам земли, связанными с добычей различных полезных ископаемых и так далее. То есть спектр достаточно широкий, и выделить какое-то отдельное направление всегда очень сложно, что вот оно более востребовано или менее востребовано. Вот важно в данном случае то, что я сказал. Вот в тех региональных конкурсах, которые мы проводим,
ученые Башкортостана, вне зависимости от того, в какой они организации работают, в региональной научной организации, в организации федерального подчинения, они готовы решать задачи региона. Вы правильно сказали, то, что у вас здесь развито, те задачи есть. И это решается учеными, научное обоснование этих задач. У Всероссийского съезда молодых ученых несколько целей. Это, соответственно, то, чтобы и представители бизнеса, и научного сообщества взаимодействовали активнее друг с другом и, главное, понимали друг друга и слышали. Вот все-таки, на ваш взгляд, как должен выглядеть современный молодой ученый? Вот опишите портрет. Провокационный вопрос. Вы знаете, я думаю, что это вне зависимости, он современный, несовременный. Молодой ученый прежде всего должен быть молодым. И молодость это должна проявляться не только по возрасту, это молодость души, это молодость идей. Второе, достаточно гибкий с точки зрения различных инструментов поддержки, получения финансирования. Потому как я сказал, что это не закостенелая система. Финансирование на науку можно получать из разных источников. Вы сейчас вот очень четко сформулировали один из источников финансирования исследований. Это бизнес. Это решение задач бизнеса. И вот как раз таки у молодежи должна быть эта жилка, это ощущение взаимодействия с бизнесом, как я могу решить задачи не только научные, не только ради получения каких-то новых знаний, а как эти знания можно применить. Когда будет понимание, как эти знания применяются, тогда будет и потенциальный круг тех, кто может быть в них заинтересован из бизнеса. И вот как раз таки на этом пути их можно будет состыковать. Поэтому ученый должен быть восприимчив ко всему новому. И что бы вы порекомендовали, помимо того, что вы сейчас перечислили, нашим ученым? Труд ученого, он интересен, но он не всегда приводит к какому-то результату. Понимаете, это исследование, когда ученый берется за исследование определенного явления или какого-то процесса, он не всегда знает, какой результат он получит. И иногда можно оказаться безрезультатным его исследованием. Он может прийти к тому, что этого результата нет. Он не получил то, что он ожидал. Но это наука. В науке нельзя опускать руки. В науке надо делать и пытаться получить этот результат другим способом или получить тот результат, который устроит ученого. Поэтому самое главное не сдаваться, не опускать руки. Это интересная работа, которой надо заниматься. Ну и самое главное, активно подавать заявки в Российский научный фонд и пытаться получить грант, да? Не ради самой подачи и получения гранта, помимо финансового обеспечения, тут есть очень важный момент внешней оценки твоей деятельности. То есть, когда молодой ученый или не молодой ученый, это уже не принципиально, подает заявку в фонд, он получает внешнюю оценку своих коллег, которые говорят, насколько эти исследования интересны, насколько они востребованы. Это очень хорошая помощь именно в продвижении, в развитии своих исследований. Ну, а если при этом еще получает грант, то еще и материальная помощь. Благодарю, Андрей Николаевич, за беседу. А я напомню, у нас в гостях был заместитель генерального директора Российского научного фонда Андрей Блинов. Это была программа «Интервью». До свидания и до скорой встречи.